Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам АПК. В Туркменистане стартовали Дни культуры Республики Узбекистан. Россия передаст более 1000 учебно-методических книг вузам Туркменистана и другие новости. Вопросы развития сельского хозяйства Туркменистана, динамика сезонных работ в регионах и реализация национальной сельской программы были рассмотрены на рабочем совещании с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и хакимов вилаятов, которое провел президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства распорядился держать под строгим контролем работы, проводимые в этом году в вилаятах по сбору урожая хлопка, до последней коробочки, отметив важность эффективного функционирования комбайнов и другой техники, пунктов приема сырца и хлопкоочистительных предприятий. В Ашхабаде во дворце Мукамов состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане. Выступавшие отметили достижения в гуманитарном сотрудничестве двух стран и значимость подобных культурных мероприятий. Далее торжество продолжилось концертом узбекских мастеров искусств. Посетители торжества могли ознакомиться с выставкой изделий прикладного искусства, которая была развернута в фойе. В рамках культурной акции в Государственной библиотеке Туркменистана состоится встреча писателей и поэтов Туркменистана и Узбекистана, посвященная творческому наследию Махтумкули Ифраги. Россия передаст более 1000 учебно-методических книг высшим учебным заведениям Туркменистана. Об этом сообщила первый секретарь посольства РФ в Туркменистане Юлия Зайцева. Российская сторона по согласованию с туркменской передает вузам научно-методическую литературу, включая книги по преподаванию русского языка как иностранного, научно-популярную и художественную литературу, а также словари разного профиля. В Ашхабаде в ресторане «Данте» прошел мастер-класс от известных итальянских шеф-поваров. Мероприятие проведено посольством Италии в Туркменистане в рамках 9-й недели итальянской кухни. В Туркменистан прибыли 3 именитых шеф-повара, мастера культурного искусства из Италии, представили публике пошагово процесс приготовления 3 соусов, цвет которых идентичен триколору национального итальянского флага. Песто зеленый, бешамель белый и томатный красный. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана предлагает своим клиентам удобную и надежную систему международных денежных переводов. Чтобы воспользоваться услугой международных денежных переводов, обратитесь к специалистам банка или посетите официальный сайт tfep.gov.tm для получения подробной информации. 29 ноября в американском центре состоится информационная сессия, посвященная программе Tech Girls 2025. Это международная программа обмена, действующая и в Туркменистане, которая дает возможность девочкам продолжить карьеру в области STEM. Программа предлагает старшеклассницам в возрасте 15-17 лет возможность принять участие в летнем обмене в США, где они получат технические навыки, лидерские качества и практический опыт благодаря семинарам, наставничеству и стажировкам. Крайний срок подачи заявок в программу – 6 декабря. За более чем 14 лет эксплуатации газопровода Китай-Центральная Азия в Китай было поставлено свыше 500 миллиардов кубометров природного газа. Этот объем энергии эквивалентен использованию 666 миллионов тонн угля, что позволило сократить выбросы углекислого газа на 731 миллион тонн. Газопровод протяженностью 1833 километра и проектной мощностью 60 миллиардов кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года. Трубопровод, являясь первым транснациональным газопроводом Китая, берет начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом Запад-Восток. Алты-Насыр проиграл Мерву в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча в Мары завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев, у которых отличился Гуванч Бердымурадов на 34-й минуте. Мерв с 32 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата, Алты-Насыр располагается на 2-й строчке. Сборные Хорватии и Дания сыграли в ничью с командами Португалии и Сербии соответственно, благодаря чему обеспечили себе 2-е места в своих группах и завоевали последние путевки в плей-офф Лиги наций УЕФА. Групповой этап Лиги А завершится во вторник матчами группы 3, где все места были распределены досрочно. С первых мест в своих группах в четвертьфинал вышли сборные Португалии, Франции, Германии и Испании. 2-е места помимо хорватов и датчан заняли команды Италии и Нидерландов. Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 22 ноября в Ньоне, Швейцария. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.